В Сыктывкаре 150 школьников, студентов и специалистов со всей республики собрал региональный этап национального чемпионата среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». В течение 2 дней участникам предстоит состязаться в профессиональном мастерстве по 23 номинациям. Это и шитье, и флористика, и вышивание, и поварское дело. Конкурс проходит на площадках 9 образовательных учреждений столицы. И сегодня же в рамках чемпионата состоялась панельная дискуссия, где главной линией для разговора стала тема наставничества. Елена Кононова на ней поприсутствовала. На столах образец работы, коробка с нитками и крючок для вязания. Все в соответствии с техзаданием. Ничего лишнего. На испытание дается 3 часа. За это время участницам этой компетенции предстоит связать вот такие детские пинетки и украсить их декоративным бантиком. У девочек волнения нет. К Обилимпиксу готовились упорно. Да и все они рукоделие изучают в своих школах уже не 1 год. А некоторые свое мастерство даже подтверждали на чемпионате. Девочки готовятся, стараются, и им нравится очень движение Обилимпикс. Если ребенок уже 1 раз поучаствовал, его затягивает в это движение. Есть дети, которые уже 2-й и 3-й раз меняют компетенцию или вышивание, или вязание крючком, но они участники Обилимпикса. Эжвинская школа-интернат впервые принимает у себя Обилимпикс. Здесь расположились площадки сразу по 5 компетенциям. Кроме вязания, это еще художественное вышивание, резьба по дереву, шитье и столярное дело. В профмастерстве состязается 38 школьников Вижемского, Карткиросского, Кнежпогосского районов, Сыктывкара и Ухты. В целом, сегодня чемпионат охватил 150 участников. Это не только ученики школ, но и студенты и специалисты. В то время как еще 4 года назад, когда республика только присоединилась к движению, было всего 16 конкурсантов и 2 направления. Немаловажная деталь – Обилимпикс помогает в трудоустройстве. В наших и школах, и техникумах, колледжах создаются и открываются каждый год все больше групп для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью могли получить профессиональное образование. И это здорово, они получают профессию, дальше они социализируются. И вот как раз чемпионат Обилимпикс, он направлен в том числе на социализацию и на взаимодействие с работодателями. То есть на наших площадках, там, где особенно студенты, работают работодатели, которые уже действительно предоставят возможность нашим студентам сразу трудоустроиться. Деловую часть чемпионата в этом году посвятили наставничеству. Без этого, особенно с детьми с ограниченными возможностями, никак, считает преподаватель труда школы-интерната Верхней Максаковки. Николай Попов на Обилимпикс привез своих воспитанников. Ребята свое мастерство показывают компетенции резьба по дереву. Сам преподаватель вспоминает своего наставника. Первая школа, средняя школа, мы жили. Когда я в первый раз пришел работать в школу, там был пожилой учитель труда. И перед тем, как выйти на пенсию, он всегда вместе со мной работал. Он подсказывал, как лучше работать с детьми. Важно сопровождать не только детей, но и студентов и молодых специалистов на предприятиях. Именно наставник должен помочь погрузиться в профессию, сделать первые шаги, адаптироваться. Систему наставничества в Коми начали возрождать 6 лет назад. Есть уже свои наработки, но хотелось бы перенять еще и опыт других регионов. Поэтому в панельной дискуссии приняли участие специалисты из Ярославля, Череповца и Смоленской области. В основном сейчас в образовательных организациях профессионального образования развита система тьюторства, где назначен какой-то наставник-тьютор, да, который помогает детям. Но в последнее время также есть элементы, и вот наши представители будут о них рассказывать, когда сами студенты выступают в рамках как наставники студентам именно с инвалидностью, помогают им адаптироваться в общежитиях, адаптироваться в образовательном процессе. Конкурсная часть Обилимпикса рассчитана на 2 дня. Итоги подведут уже 18 марта. Но для победителей, можно сказать, все еще впереди. Им надо будет готовиться к всероссийскому этапу. Ответственность серьезная. В прошлом году в нашей копилке было 4 медали. Хотелось бы и дальше держать эту планку. Елена Кононова, Олег Костромин, телеканал Юрган.